Радин Иванович, есть вопрос? Да, вопрос. Пожалуйста, задавайте. Уважаемый представитель Генеральной прокуратуры, но по несовершеннолетию у меня вопросов не будет. Спасибо за вашу позицию. У меня вопрос по потерпевшему. Вот в своем возражении вы указываете, что, однако, причиной физических страданий или унижения человеческого достоинства не является назначение наказания, что определено частью 2 статьи 9 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Вот у меня вопрос следующего характера. Считаете ли вы, что назначение наказания за соответствующее деяние без применения каких-либо смягчающих обстоятельств, например, с тем же самым соглашением, если лицо совершило тяжкое, какое-нибудь особо опасное наказание, преступление, общественно-резонансное, повлекшее там тяжкие последствия, будет называться именно таким наказанием, которое преподносит для него, которое дает ему те самые страдания физические, либо унижение его человеческого достоинства, или это то наказание, которое конкретно оговорено законодательством, и оно подлежит исполнению? Я считаю, что, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что речь же не идет о полном освобождении. О полном освобождении, либо речь идет о более мягком наказании в случае его признания его вины, а в случае назначения более мягкого, есть же, имеются пределы того самого мягкого наказания. Правильно? Да. Второй вопрос, спасибо за ответ. Вы сказали, что в своем выступлении, что, скорее всего, прокуроры будут усматривать вопрос мнения потерпевшего при решении вопроса о заключении либо не заключении соглашения. Вот сейчас уже прошло фактически полгода, как действует новый уголовно-процессуальный кодекс. А сами кодексы были приняты еще, по-моему, в 2015 году, да? В 2015 году. Достаточно времени было для того, чтобы разработать внутренние нормативно-правовые акты, в том числе соответствующие приказы генерального прокурора, которые регламентировали бы действия прокурора в этом вопросе. Вот у меня вопрос. Есть ли такой соответствующий приказ генерального прокурора, регламентирующий действия прокурора по процессуальным соглашениям в части признания вины, и что в нем говорится о роли потерпевшего в данной ситуации? Спасибо. Нет, подобного приказа нету. Почему? Потому что до сих пор работают рабочие группы, в том числе с участием органов Генеральной прокуратуры, других органов власти, экспертов, которые разрабатывают изменения, предложения, вносят соответствующие предложения в Жогорку Кеңеш. Вот последние изменения в УПК 15 мая, как вы знаете, уже вступили в силу. Вот, в настоящее время с учетом будущего решения Конституционной палаты по этим вопросам также разрабатывается, уже готов второй пакет документов, где также Генеральная прокуратура участвует в качестве тоже разработчика этих предложений. Вот. И отвечая на тот вопрос, который вы всем задаете, и сейчас задали тоже мне, он касался в части этого, о том, что прокуроры будут принимать во внимание. Я хочу сказать, что прокуроры принимают во внимание в настоящее время, да, по уголовным, по менее тяжким и тяжким преступлениям, адвокаты обращаются с соответствующими ходатайствами к прокурорам, однако не в большей части, почти все данные ходатайства, они отклоняются, то есть соглашение не заключается. Почему? Опять же, потому что имеется потерпевший, опять же, имеется ущерб, по некоторым уголовным делам являются резонансными, по некоторым уголовным делам есть другие обстоятельства. И почему мы говорим, что, вот вы спрашивали моих коллег, а почему бы это не прописать, раз прокуроры обращают на это внимание, если регламентировать и установить такую норму, да, такую обязанность принятия во внимание, то она тоже может толковаться немного иначе, чем законодатель хотел бы. Понимаете, то есть всю значимость этой нормы можно будет перетолковать как-то по-другому. Вы же понимаете это. И поэтому вопрос шел, как раз представитель Жогорку Кеңеша говорил о своего рода вымогательстве. Этот риск тоже имеется. Спасибо. Есть вопрос? Представитель Жогорку Кеңеша? Нет?
Коллеги, пожалуйста, Амиджидаш. Я до этого задавал вопрос представителю Джохар Кенеша, но, в общем-то, из ваших слов я получил на него ответ. Но как бы в продолжение этой же мысли я хочу вам привести содержание 488 статьи, где сказано: прокурор рассматривает ходатайство о заключении соглашения о признании вины, да? Ну там с участием необходимых участников процесса, и здесь он или удовлетворяет ходатайство о заключении соглашения, или отказывает в удовлетворении ходатайства о заключении соглашения, в частности о признании вины, о чем выносит мотивированное постановление. Вот здесь я хочу обратить ваше внимание на что. Смотрите, при отказе он должен вынести мотивированное постановление, да? То есть фактически все обстоятельства дела, в том числе необходимость учета процессуальных прав потерпевшего, это все возлагается как бы, вот скажем, внутри вот этих выражений, да, внутри вот этих правовых положений. Но что касается удовлетворения ходатайства, которое заканчивается подписанием самого соглашения, без, скажем, мотивировки того, почему прокурор при наличии вот этих всех обстоятельств, да, пришел к выводу о необходимости заключения вот этого соглашения. Вот вы говорите, что не нужно, я правильно вас понял, что не нужно какие-то пределы усмотрения устанавливать прокурора, потому что на самом деле, возможно, всех обстоятельств конкретного дела учесть невозможно в законодательном смысле. Почему прокурор пришел к этому убеждению, что необходимо заключить такое соглашение? Но, скажем, именно отсутствие вот этого документа, да, где бы он обосновывал свою позицию, почему он пришел. Ведь само соглашение, оно ведь не отражает фактически тех мотивов, почему прокурор приходит к такому убеждению о необходимости заключения этого соглашения. Что вы можете сказать по этому поводу? Я думаю, вот представитель Джохар Кенеша касался этого, отвечая на ваш вопрос, касался именно вот этого момента о том, что в случае достаточности доказательств виновности прокурор не будет заключать соглашение о признании вины. Возможно, я глубоко не анализировал именно этот вопрос, но могу предположить, что в случае удовлетворения ходатайства о заключении соглашения о признании вины в большинстве случаев будет иметь место недостаточность доказательств виновности. Меня не это интересует, вы неправильно поняли. Какой документ отражает мотивы прокурора к принятию этого решения? Вот отказ понятно, все будет указано в постановлении, и закон требует, чтобы он вынес по этому поводу мотивированное постановление. Так? Что касается удовлетворения, да, это заканчивается подписанием соглашения, которое, в общем-то, не отражает всех обстоятельств, почему прокурор пришел к этому решению, к этому выводу, что о необходимости заключения этого соглашения. Да, не регламентирован, получается. Здесь постановление есть мотивирован, там нет ничего, просто соглашение. Ваше отношение к этому? Вы видите, когда я до этого задавал вопрос, я говорил о том, что необходимо ли вообще устанавливать какие-то пределы усмотрения прокурора при решении этого вопроса. Вы только что сказали, наверное, не следует. И я, в общем-то, во всяком случае услышал ваши аргументы, да, о том, что, наверное, учесть все обстоятельства каждого конкретного дела весьма сложно, да, но в то же время какой-то процессуальный документ, да, необходим ли этот процессуальный документ, необходим, который бы отражал, да, мотивы прокурора, почему он пришел к этому мнению, чтобы потом можно было оценивать каким-то образом такое решение. Полностью с вами согласен. Спасибо. Пожалуйста, Шинаш. Валентин Штемирович, скажите, насколько я поняла, на сегодняшний день не заключено ни одного соглашения о признании вины, да? Заключены. Заключены? Заключены. Вы говорите о том, что они заключаете по разным основаниям. Ну, если они много. Да, если они заключены, то вот по 487 статье, то есть получается заключается, как Емель Жилош сказал, заканчивается вот этим соглашением, да? Подписанным соглашением. Да. И- Материалы выделяются. Мгм.
И что касается отказа, вот как работает 487 статья, буквально до этого мы обсуждали. То есть отказ возможен только по этим двум основаниям, которые предусмотрены частью 4. Не обязательно. Как на сегодняшний день практика идет? Нет, ну на самом деле это не исчерпывает, то это не тот, вот эти пункты, это не исчерпывающие, это то, что, на что конкретно, то есть ссылается обязательно, обязательно, то есть обязательно какие-то условия, но это не исчерпывающий перечень тех обстоятельств, по которым может быть отказано. То есть вы хотите сказать, что по другим основаниям тоже вы отказываете, не Да. только по этим двум, Не только которые по есть этим. по части 4, да? Понятно. Эти два основания, они обязательно влекут за собой отказ. Правильно? Правильно. Улан Таштемирович. А во всех остальных случаях это уже на усмотрение прокурора. Да. И в данном случае это получается дискреция прокурора, которую он должен мотивировать своим постановлением об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении соглашения о признании вины. Есть еще вопрос? Пожалуйста, Маргарита. Вообще внедрение институтов процессуального соглашения, особенно соглашения о сотрудничестве, да, имеет такую, можно сказать, морально-этические аспекты. Вот в частности, когда заключают соглашение о сотрудничестве, есть риск оговора, да, там определенных лиц, ну и другие злоупотребления. Как в этом случае прокуратура, какова реакция или какова работа прокуратуры для того, чтобы исключить такие моменты? Да? Есть ли вообще в практике, если есть, то или вообще, как вы думаете по поводу этого? Практики как таковой пока нету на самом деле. По сотрудничеству соглашений много сейчас. По соглашениям о признании вины единицы. Да, единицы. Ну, в своем выступлении я сказал, что, естественно, это и обвинителя, то есть это прокурора, и следователя, и суда, это прямая обязанность, значит, увидеть, есть ли оговор, нет ли оговор, имеется ли совокупность доказательств, нет ли совокупности доказательств, указывающих на вину. Конечно, моральный этот аспект есть данных процессуальных институтов, но учитывая то, что законодателем решено реформировать наш уголовный закон таким образом, для этого имеются, значит, определенные причины, в том числе и перенаселенность наших тюрем, рост преступности, перегруженность следственных органов, оперативных органов, в том числе также и суда. Вот. Есть еще вопрос? Пожалуйста. Улан Таштемирович, вот у нас вот этот вопрос, вот мы и до этого задавали, да, что прокурор при заключении соглашения определяет размер и вид наказания, да. Вот в одной статье, казалось бы, понятно написано, что предусмотрено статьей 80 Уголовного кодекса. Это, как Алмаз здесь сказал, если предусмотрено наказание по 5-й категории, то при соглашении ему предусматривается ниже, 4-я, допустим, категория, да. Но в дальнейших статьях говорится, что даже вид и размер наказания он предопределяет, что ли, уже, да, при заключение этого соглашения, получается, прокурор. И вот как это на практике? И принимает ли суд этого внимания незыблемо для суда? Я не могу ответить на вопрос, потому что лично не только я, но, наверное, органы прокуратуры сейчас практически не встречаются с этим. Да, как это Не на практике, сталкиваются, да, да? я не могу ответить вам. Есть Вот еще здесь, вопрос? если бы было бы следующий вид и размер наказания, это в 92-й, да, 93-й, которые могут быть применены судом, если было бы, а здесь написано, которые будут применены судом. То есть, как бы, Ну, нету практики, да, пока еще? нету, да. Нет вопроса, да?
Тимур Аднанович, у вас был вопрос? Я прошу прощения, что отнимаю время. Задавайте сидя, Тимур Аднанович. Спасибо. У меня один вопрос. Вот здесь прозвучало то, что тот исчерпывающий перечень оснований для отмены ходатайства прокурором, он не является исчерпывающим якобы, а как бы существуют еще другие моменты. По каким основаниям прокурор может отменить это, отказать в заключении такого соглашения? Вот у меня вопрос. Не может ли такая деятельность в дальнейшем расцениваться как административный саботаж? Есть такое понимание в уголовном процессе, когда прокурор саботирует специально вопросы заключения такого соглашения, основанные на непредусмотренные нормами закона основания. Спасибо. Нет, административного саботажа в данном случае не имеется и не будет, потому что в своих решениях прокуроры опираются на возможности процессуального законодательства, свои процессуальные возможности, также на нормы, предусмотренные законом, не запрещающих по таким обстоятельствам отказывать в удовлетворении ходатайств. Тем более там пока написано, выносит мотивированное постановление. То есть в любом случае прокурор при отказе в удовлетворении ходатайства должен мотивировать этот отказ. Поэтому здесь вряд ли будет какое-либо произвол со стороны сотрудников органов прокуратуры. Хотя это не исключается. Есть еще вопрос? Нет? Спасибо. Присаживайтесь.